Наша история начинается. Но кто же герой нашей сказки? Да свершится его судьба. Что это было? Фу. Ну, я слышала это на удачу. Как найти клевер с 4 лепестками. Правда, я бы, наверное, все-таки предпочла клевер. Смотри, воробушек. Замок Фейрфакс такой красивый в снегу. Представь себе большой обеденный зал. Спорим, у них сейчас жареную утку подают. Лорд Люциан совсем один в огромном замке. Ему должно быть очень одиноко с тех пор, как умерли его жена и дочка. Если бы мы могли там поселиться. Пойдем, братишка. Мы никогда не будем так голодать. Ответ нет. Ты вернешься, а я подожду. Давай, воробушек, пойдем посмотрим, что происходит. Грязная сволочь. Ненавижу. Кажется, ты и сегодня есть не будешь. Я вонзаю нож в тех, кто так делает. О, да! О, видишь, какая там штучка? О, это всего лишь торговец. Я тут ничего не вижу. Распродажа века! Дамы и господа! Путешествуя по этой стране, я собрал множество чудесных и загадочных предметов, которые теперь предлагаю вам всего за 5 золотых. Знаешь, что мне нравится в этих больших? Подумайте об этом. Это настоящее волшебное зеркало. Пока вы смотритесь в него, оно делает вас красивым. Беру!
действует только в полной темноте. А, вот это настоящее чудо! Созданное древними, такими пользовались сами правители древнего королевства. Поверните ручку 3 раза, и ваше желание исполнится. Никакого волшебства не бывает. Он ничего не говорил? Мы живем в жестокое время, раз уж дети так устали от жизни, что не верят в чудеса. Обычно дети твоих лет верят в сказки. Это просто хлам. Вот что думает торговец. Он и не представляет, на что натолкнулся, но ты-то знаешь. В глубине души ты хочешь верить в чудеса. Что? Ты действительно так думаешь? За 5 монет ты узнаешь ответ. На 5 золотых мы смогли бы целую неделю кормиться. Слушай меня, Роза. Пройдет неделя, и ты и твой воробушек ни на йоту не приблизитесь к своей мечте и к тому красивому замку. А если это правда? Уверена, что мы сможем раздобыть 5 золотых. И, может, с их помощью выберемся отсюда. Нам ведь нечего терять, воробушек. Наверняка найдется кто-то, кто заплатит нам за какую-нибудь работу. О, Монти. Эй, детишки, подите-ка сюда. Что такое, Дерек? Что-то потерял? Мои ордера на арест, их сдуло прямо из рук. Их теперь, небось, по всему Глушвилю разнесло, а мне нельзя покидать пост. Эй, не поможете мне найти их? Давайте сделаем вид, что играем в полицейских. Вот весело будет. И сколько платят юным констеблям? Какие деньги? Детки, это ордера на самых опасных преступников Глушвиля. Да? Ты их очень сильно хочешь? Ладно, 1 золотой за все 5 ордеров. Ладно. Ордера сдуло куда-то в тот переулок, мимо парня, который картинки делает. Значит, будем искать эти ордера. Да, Но неплохо, пока когда давай тебе еще помогает денег парочка раздобудем. шустрых детишек, вот что я скажу. Какой день? Еще 3 сделки и иду домой. Я очищу этот город от скверны, и лорд Люциан сделает меня шерифом. Слышь, у меня для этого зеркало есть. Ваша душа останется у вас. Даю гарантии. Или же вернуть деньги. Чушь собачья. Покажи мне что-нибудь получше. Привет, ребятки. Здравствуй. А что это такое? Это самый удивительный прибор из когда-либо придуманных. Эта штука транспонирует твою наружненность на волшебную бумагу. Это сделает меня богачом. Найти бы кого-то, кто согласился бы стать моделью. Мы сделаем это за золотой. У меня остался только 1 золотой, хотя надо бы инвестировать его в новое дело. По рукам? Золотой? Просто чтобы постоять здесь. Неплохо звучит. Постою, интересно, это работает или нет? Как говаривал дядюшка Финеас, никогда не рано приниматься за тяжелую работу, особенно в такие трудные времена. Нам мозги пудрить. Всего-то и надо,
что принять позу перед моим устройством. Результат ошеломительный. Что-что? Я расширил свой вокабулярий благодаря Тезаурусу, чудесной книжке, купленной у торговца Мурго. Туповат он слегка, но это может быть забавно. Покажи мне что-нибудь получше. Дивно. Эта штука будет распространеннее чумы. Нужно лишь подождать 3 месяца, пока картинка проявится. И я смогу показать ее всем. Я уже чую запах золота. Он сказал 3 месяца. Да это же надувательство. Тут заработать и расплюнуть. Он слегка не в себе, но, надеюсь, заплатит. Это сделает меня Зато первый золотой заработали. физически состоятельным. Ордера, должно быть, унесло на эту улицу. Нам стоит поискать здесь. Потом не виляешь, а, собачка? Эй, там Рекс поймал собаку и избивает ее так, что в чем Дело, псина. Больно, что ли? Эй, ты что это творишь? Что это с тобой? Веселуха же. О, Он ударил девчонку! кровь из носа! Кровь из носа! Это же наши соседи, покажи им! Эй, прекрати, оставь меня в покое, чмо. Еще нападай! Это была Эй, ты этого этот ненормальный меня по голове ударил. заслужил. Спасибо за помощь, но я бы и сама справилась. Бедняжка, жизнь тебя изрядно потрепала. Не бойся, я тебя не ударю. Нужно, чтобы кто-нибудь о тебе позаботился. Ох, не можем мы тебя взять. Мы и сами-то впроголодь живем. Извини, но мы не можем. А сейчас просто отдохни. Давай, воробушек, пойдем. Как ты этого Рекса? Он этого заслужил! Что, до утра нельзя было? Ничего себе! Барабанить в дверь в такое время. Отвали! Чего? Дай людям поспать, ладно? Вот он там. Ну вот, у нас есть первый ордер. Что мне делать? Еще один ордер. Не думаю, что они будут скучать по этому Лерою, если увидят его. Помочь чем-нибудь? Ну да. Вы же не боитесь жуков, а, детишки? Да ну, это будет глупо. Да, глупости. Никто не боится омерзительных, злобных, коварных жуков. Ну, раз не боишься, как именно ты хочешь безжалостно уничтожить тех, что завелись на моем складе? Сделаем это за золотой.
Надеюсь, ты заставишь их страдать, если эти мерзкие паразиты вообще могут страдать. Убей жуков, застрели их всех. И пока ты дырявишь их мерзкие головки, постарайся ничего у меня не сломать. Привет. Может, бросишь жуков и вместо этого разнесешь его склад? А я от лица мистера Никакого дам тебе денег. Вот гадство. Знаешь, чего мне стоило добыть этих жуков? Я это припомню. Это была бойня. Никакой пощады грязным насекомым. Вот что я хотел увидеть. И все на складе не тронуто. Шикарно. Я вот теперь думаю, а как эти жуки туда попали? Ух ты, я и не знала, что ты так хорошо умеешь сражаться. Ну вот еще один золотой. У нас все получается. Деньги мои. Что хочу, то и делаю. Тебе не Опять нужна этот выпивка. пес. Лучше купи какую-нибудь еду. А чем я ее буду запивать? Эй, он нашел один для нас. Вот молодец. А, знаю. Ты чудо. Я ведь тебе уже говорила, мы не можем тебя взять. Мне нужно 2 порции. Пойдем, воробушек. Это что, один... из ордеров? Полное убожество. Всего Надо один ордер меньше. найти осталось. Смотри в оба. Посмотри-ка, Бетти. 2 пары близнецов. Ты же вернешь мне мою выпивку, а? Да ты еле стоишь. Но они могут. Держу пари, они даже могут ходить, не шатаясь. Забери мою выпивку этого мерзкого сороки, и я тебе за это золотой дам. Да он даже неприличный нищий. У него полно всяких вещей, спертых у добропорядочных бродяг, вроде меня. Пусть его, Пит. Прибереги деньги для более важных вещей. Это его деньги. Он что, не может решить, на что их потратить? Она очень разумно говорит. Ну, давай поговорим о деньгах. Ты найдешь ту бутылку, а я заплачу, чтобы она ему не досталась. Ты можешь принести мне мое вино? Нет, вы ведь найдете ее и принесете мне, правда, детки? Давай найдем этого сороку. Вот, похоже, этот сорока, и вот бутылка. Возьми его, воробушек, только его не разбуди. Нет, офицер, все это досталось мне законным путем. Глупый Пит. Пока спал, выпивку проглядел.
Проклятье! Я никогда не найду ее. Нужно как-нибудь убраться. Отвали, малыш. У меня плохой день. Ты нарушаешь мой покой. И одежда потеплее не помешала бы. Давай заберем наше золото у дамы и бродяги. Хватит! Я не позволю тебе так себя убивать. Ух ты, четверняшки вернулись. У тебя точно есть выпивка, я ее чувствую. Ты что, рубашку нюхаешь? Я тебе дам за это золотой. Звучит неплохо. Эй, не упади с телеги! Повозка? Где? Дети, гляньте-ка, где там эта повозка? Разве похоже, будто ему это нужно? Слушай, я дам тебе золотой за бутыль. Дай мне вино. Не надо. Отдай мне. Погоди, там в бутылке какая-то бумажка. Кажется, это твое. Раньше я был счетоводом. Не пей, свою жизнь сломаешь. Ха, сам признался. Наверное. С этого дня я перестану пить и вернусь к своей работе. Советника по налогам и пособиям. Ох, бедняга, тебе точно не нужна бутыль? Интересно, что они сейчас поделывают в замке? У тебя, можно сказать, получилось спасти ему жизнь. Теперь у нас есть 3 золотых. Еще 2, и мы сможем Это купить шкатулку. сорока, вот так бы и свернула ему шею. Шергера, теперь нужно вернуться к этому стражнику. А давай дружить. А ну хватит, мелкие гаденыши. Мне уже почти 9. Слушай, урод, я же утром сказала тебе нет. Цыц, девчонка, я не об этом. Я хочу получить ордера, которые ты ищешь. Так же, как и наш друг-стражник. Ага, но ты мне сейчас их отдашь, ясно? Иначе будут неприятности. Неприятности, это точно. Возьмешь их, и я скажу нашему другу, чего ты хочешь на самом деле. Упрямое ты создание. Он тебе платит золотом? Я заплачу тебе прямо сейчас, и не придется лишний раз идти. Золото есть золото. Хочешь деньги прямо сейчас? Дай ему ордера. Ну давай, девчонка. С другой стороны, Куда он ведь направляешься? подонок. Вы их нашли? Спасибо за помощь. Обычно наградой становится спокойствие на улицах. Ну да ладно, вот ваш золотой. Это должно навести порядок здесь. Карьеру. Ну вот, 4 золотых. Всего 1 остался. Принять должность шерифа. Нет, чересчур формально. Я буду верно служить Глушвилю до конца своих дней. Нет, слишком избито.
Берегись, лорд Люциан, теперь в городе новый шериф. Нет, так я на этой должности долго не протяну. Слонами, Монти? Тсс, мать могла нас слышать. Не смей околачиваться возле моей дочери. Ну-ка, убирайся вон. Не то стражников позову, животное. Иди в дом, Белинда. И вымой, наконец, полы. Они грязные, словно этот жалкий негодяй Монти. Что с тобой? О, дети. Мое положение невыносимо. Никаких слов не хватит, чтобы описать его. Тебе нравится девушка, которая здесь живет, но ее мама думает, что ты пустое место и заперла ее от тебя. Я думаю, это главное. Что ты теперь мне скажешь? Мы сможем тебе помочь. О, ты можешь доставить мое письмо с предложением руки и сердца юной деве. О, мое сердце парит как... Мы сделаем это за золотой. Я сейчас немного стеснен в средствах. Но Белинда будет очень рада. Уверяю, она заплатит, когда получит письмо. Без истинной любви, что бы стало с этим миром? Мне никогда не стать шерифом. Доставь это письмо Белинде, но не позволяй ее матери завладеть им. Какое ужасное письмо. Ты только послушай. Дорогуша, давай убежим вместе. Мы взлетим на крыльях любви, как два голубка, и будем вечно порхать в облаках. Что? Я сказала, ух ты. Это как-то уж слишком. Постучи в дверь. Интересно, кто тебе ответит? Чего ты хочешь? Мы принесли письмо, но мы хотим золотой за доставку. Заходи. Подожди, сейчас деньги принесу. И ничего не трогай. Монти велел не давать письмо матери, но она заплатит нам, если мы просто подождем здесь. Но если мы поднимемся и отдадим его Белинде, они смогут сбежать вместе. Тебе нельзя здесь быть. Если моя мать тебя найдет... А потом сам найти не можешь. Самое простое — это отдать письмо матери, хотя это разобьет сердце Монти. Вот, держи. Время принимать решение. Спасибо за доставку. Только через мой труп. Где он? Просто умора. Теперь мы можем купить музыкальную шкатулку. Ну давай же, пойдем купим ту музыкальную шкатулку. Ни в коем случае не Хочется давай посмотреть, письмо на что матери она способна. Белинды. Как ты смеешь приставать к моей дочери? Стража! Тут маньяки, извращенцы. Ну, это не то, о чем ты думаешь. Я писал тебе письмо. Что? Да, я не могу больше скрывать свои чувства. Я знала, что ты поймешь намек, когда назвала тебя животным.
покажи теперь свою натуру. О, Чего мы ждем? Давай сейчас же убежим и поженимся. Эй, что за спешка? Нам же некуда. Привет, дети! Здравствуйте. Мы хотим купить музыкальную шкатулку. Мудрое решение, малыши. Давай поверни ручку, но только сначала уйди в тихое место. Давай загадаем желание воробушек. Я желаю. Почему мы все еще здесь? Целых 5 золотых. Ладно, давай спать. Я была так уверена, что это наш шанс. У меня было чувство, будто мы наконец-то сможем вырваться из трущоб. Почему шкатулка не забрала нас? Ну, отлично. Добро пожаловать в наш маленький рай. Пойдем, воробушек, давай спать ложиться. О, спокойно! Это всего лишь славный, злой, бездомный пес. Он не бродячий, он наш. Что тебе нужно? Я служу лорду Люциану, юной леди, и он будет очень рад видеть вас в своем замке. Меня послали за вами. Сработало. Наше желание исполнилось. Давай же, воробушек, просыпайся. Я вернусь к тебе, обещаю. Пойдем в замок. Вечер добрый, Дживс. Это дети, за которыми посылал лорд Люциан.
Наша история начинается. Что это было? Фу. Ну, я слышала это на удачу. Как найти клевер с 4 лепестками. Правда, я бы, наверное, все-таки предпочла клевер. Смотри, воробушек. Замок Фейрфакс такой красивый в снегу. Представь себе большой обеденный зал. Спорим, у них сейчас жареную утку подают. Лорд Люциан совсем один в огромном замке. Ему должно быть очень одиноко с тех пор, как умерли его жена и дочка. Если бы мы могли там поселиться. Что тут происходит? Пойдем, братишка. Привет, малышка Роза. Ты не голодна? Что насчет моего предложения? Мы никогда не будем так голодать. Ответ нет. Ты вернешься, а я подожду. Подходите, подходите! Я тут ничего не вижу. Дамы и господа! Путешествуя по этой стране, я собрал множество чудесных и загадочных предметов, которые теперь предлагаю вам всего за 5 золотых. Подумайте об этом. Это настоящее волшебное зеркало. Пока вы смотритесь в него, оно делает вас красивым. Беру! Весьма мудро, но запомните, волшебство действует только в полной темноте. Вот это настоящее чудо! Эта маленькая непримечательная коробочка на самом деле устройство, созданное древними. Такими пользовались сами правители древнего королевства. Поверните ручку 3 раза, и ваше желание исполнится. Никакого волшебства не бывает. Мы живем в жестокое время, раз уж дети так устали от жизни, что не верят в чудеса. Обычно дети твоих лет верят в сказки. Я понимаю, что ты не видишь, но меня-то послушай. Шкатулка — это просто хлам. Вот что думает торговец. Он и не представляет, на что натолкнулся. Но ты-то знаешь. В глубине души ты хочешь верить в чудеса. Что? Ты действительно так думаешь? За 5 монет ты узнаешь ответ. На 5 золотых мы смогли бы целую неделю кормиться. Слушай меня, Роза. Пройдет неделя, и ты и твой воробушек ни на йоту не приблизитесь к своей мечте и к тому красивому замку. А если это правда? Уверена, что мы сможем раздобыть 5 золотых. И, может, с их помощью выберемся отсюда. Нам ведь нечего терять, воробушек. Наверняка найдется кто-то, кто заплатит нам за какую-нибудь работу. Эй, детишки, подите-ка сюда. Что такое, Дерек? Что-то потерял? Мои ордера на арест. Ордера сдуло куда-то в тот переулок, мимо парня, который картинки. Порази друзей и близких невероятно реалистичной картинкой. У меня гудят, но... Ошеломительный. Ну что, юный друг, давай, встань в позу. Бедняга,
Он что, не знает, как глупо выглядит? Дивно. Эта штука будет распространеннее чумы. Нужно лишь подождать 3 месяца, пока картинка пройдет. В чем дело, псина? Больно, что ли? Эй, ты что это творишь? Что это с тобой? Веселуха же! Ага, а сейчас я врежу другому. Эй, прекрати, оставь меня в покое, чмо! Эй, этот ненормальный меня по голове ударил. Как ты этого рыца? Он этого заслужил. Спасибо за помощь, но я бы и сама справилась. Слушай, давай побольше устроим как... Бедняжка, жизнь тебя изрядно потрепала. Не бойся, я тебя не ударю. Нужно, чтобы кто-нибудь о тебе позаботился. Мне уже почти... Ох, не можем мы тебя взять. Мы и сами-то впроголодь живем. Извини, но мы не можем. А сейчас просто отдохни. Пожалуйста. Давай, воробушек, пойдем. Вот он там. Ну вот, у нас есть первый ордер. Еще один ордер. Не думаю, что они будут скучать по этому Лерою, если увидят его. Помочь чем-нибудь? Убей жуков, застрели их всех. И пока ты дырявишь их мерзкие головки, постарайся ничего у меня не сломать. Привет. Бальтазар должен денег за крышу. Нику по кличке никакой. Вот гадство. Знаешь, чего мне стоило добыть этих жуков? Я это припомню. Это была бойня. Никакой пощады грязным насекомым. Вот что я хотел увидеть. Ух ты, я и не знала, что ты так хорошо умеешь сражаться. А чем я ее буду запивать? У нас уже 3 есть. Всего 2 осталось. Эй, он нашел один для нас. Вот Нет, молодец. не надо. Ты права, знаю. Бетти. Ты Ты чудо. всегда права. Мне нужно Я 2 тебе порции. уже говорила, мы не можем тебя взять. Пойдем, воробушек. Я полное убожество. Посмотри-ка, Бетти. 2 пары близнецов. Давай найдем этого сороку. Ты же вернешь мне мою... Вот, похоже, этот сорок. Нет, мама, я не хочу мыться. Давай заберем наше золото у дамы и бродяги. Ух ты! Четверняшки вернуть. Передай сюда вино, воробушек. Дай мне вино. Не надо. Отдай мне. Кажется, это твое. Раньше я был щит. У тебя, можно сказать, получилось спасти ему жизнь. Теперь у нас есть 3 золотых. Еще 2, и мы сможем купить шкатулку. Все ордера. Теперь нужно вернуться к этому стражнику. А ну хватит, мелкие гаденыши. Куда направляешься? Вы их нашли? Спасибо за помощь. Обычно наградой становится спокойствие на улицах. Ну да ладно, вот ваш золотой.
Мать могла нас слышать. Опять ты? Не смей околачиваться возле моей дочери. Ну-ка, убирайся вон. Не то стражников позову, животное. Иди в дом, Белинда. И вымой, наконец, полы. Они грязные, словно этот жалкий негодяй Монти. Если бы не такие, как Арфур, жизнь была бы куда приятнее. Что с тобой? О, дети. Мое положение Постучи в дверь. невыносимо. Интересно, кто тебе Никаких ответит? слов не хватит, чтобы описать его. Чего ты хочешь? Мы принесли письмо, но мы хотим золотой за доставку. Ну ладно, надо было сразу сказать. Заходи. Подожди, сейчас деньги принесу. И ничего не трогай. Монти велел не давать письмо матери, но она заплатит нам, если мы просто подождем здесь. Куда делись те деньги? Но если мы поднимемся и отдадим его Белинде, Вот, они смогут держи. сбежать вместе. Спасибо за доставку. Ну давай же, пойдем купим ту музыкальную школу. Привет, Хочется посмотреть, на дети! что она способна. Здравствуйте, мы хотим купить музыкальную шкатулку. Мудрое решение, малыши. Давай загадаем желание воробушек. Я желаю. Ну, и что теперь будет? Почему мы все еще здесь? Целых 5 золотых. Ладно, давай спать. Я была так уверена, что это наш шанс. У меня было чувство, будто мы наконец-то сможем вырваться из трущоб. Почему шкатулка не забрала нас? Что ты здесь делаешь? Тебя я точно не загадывала. Ну, отлично. Добро пожаловать в наш маленький рай. О, спокойно! Это всего лишь славный, злой, бездомный пес. Он не бродячий, он наш. Что тебе нужно? Я служу лорду Люциану, юной леди, и он будет очень рад видеть вас в своем замке. Меня послали за вами. Сработало. Наше желание исполнилось. Все хорошо, песик. Мы идем в замок лорда Люциана. Я вернусь к тебе, обещаю.
пойдем в замок. Вечер добрый, Дживс. Это дети, за которыми посылал лорд Люциан. Превосходно. Приветствую, молодые люди. Здравствуйте, сэр. Следуйте за мной, пожалуйста. Мы оба каждый день любуемся этим прекрасным замком. Но внутри еще красивее, чем я себе представляла. Восхитительно, не правда ли? Здравствуйте, господин Гард. Молчаливый человек. А где большой обеденный зал? В северном крыле. Лорд Люциан не был там со дня трагической смерти леди Фэйрфакс и Амелии. Я слышала. Это такой ужас. Да, он очень скучает по ним. А где же он тогда ест? Увы, я почти всегда подаю ему еду в кабинет. Он все время работает там, проводит исследования. Что он изучает? В основном историю. Лорд Люциан весьма интересуется памятниками древности, но прежде всего любыми упоминаниями о древнем королевстве. Торговец в трущобах сказал, что его товар из древнего королевства. Да, думаю, лорд Люциан слышал об этом. Мы купили одну вещь, загадали желание, и вот мы здесь. Я очень рад. Итак, когда увидите лорда Люциана, будьте вежливы и уважительны. Обращайтесь к нему, мой господин, и отвечайте на все его вопросы. Да, сэр. И не упоминайте леди Фэйрфакс и Амелию. Мы пришли. Лорд Люциан, дети здесь. Дети, до меня дошли слухи, что у вас есть волшебная шкатулка. Можно мне ее увидеть? Она исчезла, господин. Мы ее завели, загадали желание, а она начала светиться и исчезла. Когда вы ей воспользовались? Господин, человек, который продал ее нам, сказал, что это была магия. Мне не интересна шкатулка. Удивительно, что вы смогли ею воспользоваться. Что вы пожелали? Ну, говори же, какое желание? Жить в замке, таком, как этот. Возможно, это легко устроить. Я работаю, чтобы перестроить. Я хочу создать кое-что чудесное, а для этого мне нужны люди с особенными талантами. Обладаете ли вы таковыми? Пожалуйста, стань в круг, дитя мое. Обещаю, больно не будет. Что это? Давай, становись в круг. Все просто замечательно, воробушек. Не бойся. Это правда. Ваша кровь. Вы герои. Герои? Как в старинных легендах? Что вы такое? Хотя, да, господин, я чувствую что что-то случилось? такое. Что это за свет? Тихо! Вы герой, но не из числа тех троих. Кто-то из вас четвертый. Что происходит? Это не совсем то, что мне нужно. Но я не потерплю препятствий. Нет, погодите, нет! Нет!
Не могу оставить тебя в живых. Мне жаль. Тебе не суждено сегодня умереть, воробушек. Той ночью Люциан исчез из замка, уверенный, что все, кто мог ему помешать, мертвы. Но порой горе так велико, что даже смерть отступает. И мальчик остался жив. Позже, вдали от темных закоулков Глушвиля, жизнь по капле вернулась в его тело. Мальчик очнулся и увидел, что он не один. Он поспешил обнять своего пушистого друга. Их ждала новая жизнь. 10 раз зима засыпала Альбион снегом, а лето дарило стрекот цикад и веселый смех. Со временем боль стала его силой. Горе породило волю. Волю изменить мир и отомстить смерти, которая подстерегала его в каждом сне. Вот и ты. И твой преданный друг с тобой. Я обещала тебе, что смогу отомстить за смерть твоей сестры. Час пробил. Сегодня ты покинешь этот лагерь и отправишься на поиски Люциана. Опасное будет путешествие. Рядом с повозкой стоит сундук. Я положила туда кое-какие вещи. Они тебе пригодятся. Когда будешь уходить, мы встретимся у ворот. Обувь. Так себе. Отчаянный ловко ушел от свирепой атаки и ответил молниеносной контратакой. Покрытый кровью павших, он решил, что пора уже оставить деревеньку далеко позади. Да ладно, спорим, ты меня не поймаешь. Здравствуй. Надеюсь, у тебя приятный день рождения. Надеюсь, у тебя приятный день рождения. Да, мой друг чуть не расстался с жизнью. Будет ему хороший наука. Мир так велик. Будь осторожен, воробушек. Что убивец сотворит с захваченными жертвами? Мы уже не увидим их живыми. Говорят, это личность. Страх-то какой. Теперь идем со мной.
ворота! Удачи! Это могущественный талисман. В древности такими обладали герои. Он позволит тебе проникать в места, недоступные другим. И с его помощью мы с тобой сможем переговариваться. Посмотри-ка вниз, на озеро. Печать откроет для тебя гробницу. Глубоко в вечной темноте расположен зал судьбы. Теперь иди.
Не пугайся, я говорю с тобой через печать гильдии. Теперь тебе придется шагнуть в эту дыру. Не беспокойся, на дне вода, и ты не разобьешься. Эти зеленые сферы сохранят знания и опыт тех, кого ты убьешь. Тебе нужно попасть в выключатель, чтобы пройти дальше.
Эти зеленые сферы сохранят знания и опыт тех, кого ты убьешь.
Гильдия героев за этими сломанными воротами. Многие века эта академия обучала самых талантливых сыновей и дочерей Альбиона, связанных кровными узами. Героев, когда-то обожаемых народом Альбиона, стали бояться и ненавидеть. Никто из живых не помнит ночь, когда сожжена была гильдия. Она предана забвению. Но не все герои были забыты. Ты здесь, и в твоих жилах кровь героев. Взгляни на эти стены. Твой предшественник из самых могущественных героев, от которого он так и не оправился. Когда мир пытался сокрушить его, он боролся. Он стал достаточно силен, чтобы перекроить мир по своему вкусу. Сделай то же самое. Гильдия принимает тебя. Шагнув в поток света, ты познаешь истинную силу героев. Твоя кровь пробуждается. Набранный тобой опыт можно направить на увеличение твоей силы, ловкости или воли. Сила помогает тебе сражаться в рукопашную. Ловкость помогает тебе стрелять быстрее и точнее. Воля позволяет призывать магические силы. Перед тобой портал. Он подчиняется воле того, кто будет его использовать. Ранее воля была тебе недоступна, но ты здесь, и теперь она в твоем распоряжении. Тебе нужен навык воли, чтобы портал подчинился тебе. Твои новые знания помогут тебе увеличить силу, ловкость и волю. Шок оглушает противника молниями. Инферно вызывает волшебное пламя, обжигающее противника. Кронос позволяет замедлить ход времени или двигаться необычайно быстро. Лезвие создает магические мечи, протыкающие врага. Вихрь создает сильный ветер, который расшвыривает врагов, смешивая их ряды. Хаос сбивает с толку врагов. Они могут сбежать, напасть на своих союзников, даже влюбиться в тебя. Кулак воли посылает поток энергии на твоих врагов, расшвыривая их. Очень эффективен в помещении. Некромантия поднимает мертвых из могил и заставляет сражаться за тебя. Изучив навыки ловкости, ты получишь умения, необходимые стрелку и любому хорошему воину. Чем выше твоя точность, тем больше ущерб ты нанесешь, стреляя из пистолета, ружья или арбалета. Чем больше скорость, тем быстрее атака любым видом оружия.
Изучив навыки силы, ты получишь умения, полезные в ближнем бою. Чем сильнее ты физически, тем больше ущерба наносишь в ближнем бою. Выносливый герой перенесет больше ранений, прежде чем пасть в бою. Кулак воли посылает поток энергии на твоих врагов, расшвыривая их. Очень эффективен в помещении. Изучив навыки силы, ты получишь умения, полезные в ближнем бою. Выносливый герой перенесет больше ранений, прежде чем пасть в бою. Превосходно. Чувствуешь, как сила течет сквозь тебя. Активировать портал. Когда он заработает, ты сможешь вернуться в глуховодье. Иди через портал. Примени новые навыки, чтобы победить их. Иди в Глушвиль, я встречу тебя там. Эти зеленые сферы сохранят знания и опыт тех, Изучив навыки ловкости, ты получишь... Чем выше твоя точность, тем больше... Чем больше скорость, тем быстрее атака любым видом оружия. Изучив навыки...
горсти разбойников. Боюсь, пока убивец жив, дорога останется закрытой. Если ты так спешишь, может, возьмешь убивца на себя? Итак, дорога в Глушвиль закрыта. Видимо, убивец перехватывает торговцев на пути в глуховодье. Он очень опасен. Его необходимо обуздать. Твое могущество поможет победить убивца и его шайку. Это необходимо, чтобы выполнить задание. Так, гляди в оба. Вдруг это ловушка? Берегись, это засада! Никто не устоит перед убивцем! Сам тебе кишки вып... Не, подожди! Две! Вот твою мать!
Никто не может... Откуда такое умение драться? Убей его! Известности хватает на выражение «за мной» и «жди». Отлично. Я расскажу стражникам о смерти убивца. Угрозы нет, и дорога на Глушвиль открыта. Убивец хранит ключ в клетке в своей хижине, в сундуке. Эй, приятель! Не вздумай отпустить их. Это мои рабы. За них уже заплачено. Мне не нужны проблемы. Послушай, отдай мне ключ и не пожалеешь. Нет, не слушай его. Заткнись. Ты же не сделаешь этого с нами, правда, воробушек? Я сказал, заткнись. Не собираюсь тебе повторять. Спасибо тебе! Спасибо! Ой, глазам своим не верю. Мы свободны! Вновь свободно бродить по тропам и дорогам земли. И нет нам хозяина, кроме самого ветра, и время простирается перед нами, как... Что, Рек? Даже не знаю. А вот и Реджина. Хорошо, я ухожу. Еще раз спасибо. Отказаться от денег? Ну и глупость. Они не забудут твое великодушие. У тебя совсем мозгов нет, что ли? Псих! Подожди меня на Глушвильском рынке у часовой башни. Есть разговор. Свободная. Видимо, кто-то убил главаря разбойников, так что теперь тут безопасно. Хотел бы я пожать руку тому, кто это сделал. Я тебя узнал. Я Барт, а это песня, над которой я работаю. Это моя первая песня, я только начал карьеру. Послушай же. Герой на диком озере глухом уделал убивца острым мечом.
пока это все, что есть. Возможно, если я пойду с тобой, придет и вдохновение. Привет. Ты не из наших. Здорово, ты. Здесь ты найдешь все, что угодно. Главная лавка Глушвиля. Еда здесь лучше, чем та дрянь, что продают в палатках. Уж, наверное, не пронесет. Честно, я в восторге. Никогда не думал, что буду спутником настоящего героя. Чем выше твоя точность, тем больше ущерб ты нанесешь, стреляя. А здесь у нас местный каретный сарай. Обычно отсюда тебя быстро довезут до дубовой рощи, но недавно на дорогу вышли разбойники, и сарай временно закрыт. Я собирался написать об этом песню, и не написал.
наверное, самый большой. Это глухой мост. Милый мостик, а? На нем обычно есть пара-тройку палаток, если хочешь пройтись за покупками. Герой стоит гордо на Глушвельском мосту, где дохлую крысой несет за версту. О, да, во мне пробуждается эпический слог. Не на что тут смотреть. Конечно же, не чита тебе. Мистическая лавка эликсиров. Зелья от всех недугов. Можно простить им запах. Он не только сообщает людям, когда пора спать, но и продает титулы. Так что, как только решишь сменить имя, загляни к нему. Так, посмотрим. Герой собирается титул сменить, такой, чтоб сподручней произносить. Стался толстый страшный лжец. Приветствую тебя, воробушек. Жизнью в храме тьмы.
Будет ему хорошая наука, как шнырять по Жуперту. Думаю, когда-нибудь... Ха-ха! Корова и корсет. У них, говорят, есть штука под названием алкоголь. Никогда не пробовал. Здесь можно и работу найти. Если поиск приключений похож на жизнь барда, работа не помешает. Посмотрим-ка. Герой пошел в корову и корсет. Здесь рифма кончилась. А может быть и нет. Нет, все-таки кончилась. Ах да, благородный кузнец. Друг любого искателя приключений. Здесь можно купить оружие. Лучшая глушвельская сталь. Так рифма пошла. Герой и преданный кузнец. И из огня выходит и меч, тот, о котором слухом течь. И бард, молчащий в этот раз. Испортить песню нет, я пас. Да, а что рифмуется с кузнецом? Мы всегда сможем найти для них применение. Вот здесь продают мебель. Конечно, без дома куда ее ставить? Мебель особо не нужна. Мне советовали не петь про мебель. У меня плохие новости. Боюсь, я немного задержусь. Теперь тебе следует купить новое снаряжение и подготовиться к грядущим битвам. Тебе нужны деньги. Кажется, кузнецу нужен помощник. А вот и городская площадь. Это место особое. Сердце Глушвеля. Здесь я упражняюсь в своем нехитром ремесле. Так, дай сообразить. Герой на площади Тихого Града, а наш же дом несравненного барда. Ну, вообще-то, мое пение сравнивались с ревом диких моралов во время брачного сезона. Знаешь, я ужасно завидую бардам прошлого. Ведь настоящих героев тогда было завались. Конечно же, не чита тебе. Пора закрываться. Лавки закрыты до завтра.
Хорошая прогулка. Отличный источник вдохновения, а? Модификаторы. Не знаю, что за вещи, но их здесь продают. Вот этот тип тебе знаком? Я схватила врача за грудки и ткнула его в глаз палочкой, которую... Я не рассказывал тебе, как стал бардом? Такая история. Увидел эту лютню в лавке и купил. Круто, да? Я в городе. Жди меня у часовой башни на главной площади. Я рада. Прости, что заставила ждать. Все происходит так быстро. Привет. Подумай о своей жизни, о тех краях, о людях, с кем соводила судьба. Вспомни поступки свои. Убивицы его люди, у них было столько же. Уже чувствуешь груз ответственности. Твой энтузиазм похвален, но лучше не слишком увлекайся.
Подойди. Мир стал лучше без убивца, и глуховодье у тебя точно в долгу. Но чтобы познать последствия твоих деяний, достаточно взглянуть на Глушвиль. Многое изменилось со времен твоего детства, особенно в старом городе. Где оно прошло? Помни, простейший поступок может иметь далеко идущие последствия. Наступил Вот где сейчас Люциан. В разрушенном шпиле. Шпиль должен был стать проводником всей магии этого мира, даруя правителю королевства силу столь великую, что реальность становилась игрушкой в его руках. Когда шпиль был завершен и произнесено первое желание, башня воссияла изнутри, хотя темнее творения не придумать. Альбион содрогнулся. Века цивилизаций были перечеркнуты в один миг, и исчезли целые народы. Говорят, это и было первое желание — разрушить прогнивший мир, чтобы очистить место для лучшего. Шпиль снова рвется к небу по воле Люциана. Люциан нашел пророчество, что грядет тот, кто помешает ему владеть шпилем. Ради этого умерла твоя сестра. И тебе суждено встретиться с ним лицом к лицу. Все это поведали мне карты. Вот. Взгляни. Каждый из 3 героев — это маленький шаг по тайной тропе к низвержению Люциана. Жизненная сила героев и их воля — это ключ к могуществу шпиля. Соглядатые Люциана прочесывают сейчас всю страну. Тебе необходимо отыскать 3 героев раньше Люциана. Ты 4-й герой, и тебе суждено свергнуть злодея. У меня было видение. Священный обряд в дубовой роще. Спасение принесет человек невероятной мощи. Обратись к настоятелю храма света. Он расскажет об отшельнике. Дорога в дубовую рощу будет опасной. Удачи. Готов поспорить, ты не боишься столкнуться с опасностью. Тебя развезу. Приветствую тебя, воробушек. Сыграйте в отличную игру. Делайте ставки и выигрывайте вся. Может, тебе интересно? Тут неподалеку работа наклевывается.
сказать кому-то, что он вам дорог, лучше купите подарок у нас. Я никому не расскажу, что ты носишь женское. Эй, глянь на меня. Ты не будешь разочарован. Покупай, ты не пожалеешь. Я тоже. Ого! Да. Соседство случилось. Говорят, курица съела мальчик. Это что, тофу? Оставь нас в покое. Уже поздно. Меня нет дома, так что перестань стучаться. Готовьте кошельки, лавки открыты и ждут вас. Что? Поздновато уже в дверь стучаться, а? Мне сон снится. Хороший такой сон. О, голову даю. Опять эта клятая детвора со своими проделками. Я спала. Правда ты можешь себя вылить? Уходи и не возвращайся. Я не открою. Меня даже дома нет. Только посмотрите. И зачем я вообще по утрам встаю? Поневоле устанешь от одинаковых пейзажей изо дня в день.
хорошо. Совсем неплохо. Мне нравится. Привет, малыш. Покрытый шрамами и рубцами, голодный Эластан решил прекратить свое путешествие. У него дома как раз была пора сбора яблок, и он ни за что не хотел двигаться. Благодарю за внимание, уделенное очередному необыкновенному приключению. Да, об этом мужчине ходит Я много знаю, всяких сплетен. Разбойник-убивец был проклятием для наших земель. Он блуждал 2 дня, потратив почти все свои припасы. И, Хорошо, наконец, сообщение, но мне пора. Лесу. Теперь никуда не денешься. Штраф принят. Гуляй вперед, но не попадайся мне больше. Соблюдай городские... Занимайся своим делом и не суй нос куда не надо. Спасибо. Но мне пора. Чародейского плита. Ладно, Отчаянный проехали. не Я привык встану. избегать опасных дорог, поэтому он решил прыгать до следующего приключения. Это закалило его мышцы и помогло вспомнить любимую.
он вообще небрежно относится к чужим вещам. Здорово, пес. Еще что-нибудь на продажу? Спасибо, оно в хорошем состоянии. Я неплохо на этом наварю. Спасибо. Я неплохо на этом... Еще что-нибудь на продажу? Я неплохо на этом наварю. Тебе не бывает одиноко? Ну, знаешь, когда нет сучек, чтобы с ними поиграть. Это же ты! Привет! Не думал, что ты так изменишься с нашей последней встречи. Но я узнаю твой взгляд и скрытые в нем доброту, вежливость и уважение к закону. Благодаря твоей помощи с ордерами я захватил банду Никакого Ника, и лорд Люциан назначил меня шерифом. Правда, потом он пропал. Но теперь всякая преступность тут сошла на нет. А этот район считается самым безопасным в Глушвилле. Чудесная история, да? А раз уж ты дружишь с шерифом, тебе положена скидка во всех лавках на любые товары и услуги. Конечно, твоя сестра тоже сможет воспользоваться скидкой, если приедет в город. Ну, не буду тебя больше задерживать. И не лезь в неприятности, ладно?
Отвалите, оборотни. Отвалите от меня. Только не тофу. Разве у тебя нет такой собаки? Есть свободное местечко для еще одного искателя приключений. Как оплата, кстати? Ты недавно у нас, да? Здравствуй. Привет. Ты издалека, верно? И что же такого тобой сделано, чтобы я слышал? Это немного. У меня наверняка Наполни есть то, что живот тебе нужно. Товар возврату не подлежит. Нашими продуктами. Нужны полезные напитки.
Ищи распродажи, сможешь неплохо выгадать. Тебе я могу предложить товар с небольшой скидкой. Отлично. Давно надо было натратить. Чем я могу тебе помочь? Тысячи благодарностей. Рад иметь с тобой дело. Как всегда, рады услужить. Я бы наверняка тебе... Я слышал, будь ты... Но вот покалялся наш герой. Почему эти четвероногие порождения тьмы разгуливают среди нас? Благодаря этому герою террор разбойника-убийца закончен. Замечательно. Убирайся отсюда, Наверное, такие штаны наспор носят. Почему ордена продолжают сражаться за свою... Что? Неужели перчаток получше не нашлось? Я бы лучше босиком ходил, чем такое носить. Не забывать, насколько обременительно богатство. Прекрати валять дурака. По-моему, ничуть не смешно. Просто сделай это и уходи. Мне это не нравится. Что ты придумаешь? Пожалуйста! Хватит третировать меня. Нет, На помощь! Большое спасибо. Плохо? Даже хорошо. О-хо-хо. Ты меня до инфаркта довести хочешь? И за его смерть мы должны благодарить героя. Ужас. Это единственное место, которое я зову домом. Куда не надо. Мы любим, когда все тихо. Смотри, не балуй тут у нас. Ты обратился по адресу.
Всегда рад купить то, что... Это можно сразу убрать на... Мне кажется, это неплохая цена. Помни, никаких темных делишек в нашем городе. Правда, очень забавно. Я не уверен полностью. Привет, собачка. Ладно, поехали. Ну, раз уж это ты, я могу сделать тебе особую скидку. Недешево, но стоит того. Ты не пожалеешь, что столько заплатил. Оно У нас стоит есть того. то, что ты ищешь. Скорее всего. У нас есть все, что может калечить, рубить и кромсать. Ну, если до следующего приключения на одной ножке. Это закалило его мышцы и помогло... Наполни живот. Вот с нашими продуктами. Ищешь нечто особенное? Спасибо большое. Если кто и заслуживает скидки, так это ты. Приходи в люб... Ты не разочаруешься. Приходи в любое время. Ты не разочаруешься. Спасибо тебе за покупку. Приходи. Спасибо. Приходи в любое время. Ты не разочаруешься. Спасибо тебе за покупку. Заходи еще. На подходах к центральной городской площади он вдруг услышал... Ты и впрямь заслуживаешь скидку. Только никому не говори. Ты не пожалеешь, что столько заплатил. Оно стоит того.
Это одна из моих любимейших вещиц. Отличный выбор. Отличный выбор. Товар возврату не подлежит. Шел громкий рев с небес, и Чем гигантская могу отрубленная голова упала на землю. Надеюсь, пользуйся! Чем я могу тебе помочь? Разбойники! Там! Эй, здравствуйте. Это вовсе не то, чем кажется. Им понравится, что у тебя это есть. А если хорошо подумать, то мы этим парням услугу оказываем. Стой, разбойники. Нападешь, и они сомнут тебя. Почему бы не перестрелять их из ружья? Помни, ты можешь использовать свой опыт и улучшить искусство стрельбы.